Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Здравствуйте. ЧП в Кысыл-Сыре. Двое детей, пострадавшие при пожаре в Вилюйском районе, скончались. Что сообщает следствие? На защите вечности законопроекта о сохранении вечной мерзлоты России обсуждают ученые, эксперты и депутаты. Почему этот вопрос опасен и актуален уже сейчас? Историческому событию, объекту будет 50 лет. Якутская ГРЭС отметит полвека со дня запуска. Юбилею присвоили республиканский статус. Как сейчас работает станция? Пробный госэкзамен, призывная комиссия, чемпионат WorldSkills, обзор актуальных новостей и событий Алданского района. Якутские кадеты против столичной полиции. Под такой вывеской состоялся товарищеский матч по футболу. Как прошла встреча и кто оказался сильнее на поле? Бал чемпионов в Ленском районе наградили лучших спортсменов и тренеров года. Дети, пострадавшие при пожаре в Кысыл-Сыре Вилюйского района, скончались. Установлено, что жительница одной из квартир дома по улице Губкина села Кысыл-Сыр оставила в квартире своего 4-летнего сына и 4-летнюю дочь своих знакомых. Закрыв дверь на замок, женщина отправилась в магазин. Пока ее не было в квартире, произошло возгорание. Приехавшие сотрудники МЧС обнаружили детей в спальной комнате без сознания. Их отправили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, дети скончались по дороге в госпиталь. В час дня произошло возгорание в доме. Пожарные быстро выехали своевременно, приступили к тушению пожара. Когда поступила информация, что в доме находятся дети, сразу пожарные проникли в дом, вынесли 2 детей, но, к сожалению, по дороге в больницу они скончались от многочисленных ожогов и отравления угарным газом. В момент пожара взрослых в доме не находилось. Следственный комитет возбудил уголовное дело. А вот что сообщила представитель СК нашему телеканалу. Установлено, что днем 9 декабря текущего года жительница одной из квартир жилого двухквартирного дома, расположенного на улице Губкина, села Кысыл-Сыр, оставила в квартире своего 4-летнего сына и 4-летнюю дочь своих знакомых и отправилась в магазин за продуктами питания. Входную дверь квартиры при этом женщина закрыла на замок. Во время ее отсутствия в квартире произошло возгорание, предположительно вследствие неосторожного обращения с огнем. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела назначена пожарно-техническая судебно-медицинские экспертизы, которые помогут сделать вывод о точных причинах возгорания и смерти детей. Для поддержки погорельцев и семей погибших местные власти принимают все необходимые меры. Выехала вчера бригада из 7 человек во главе с заместителем главы по социальной политике. Была оказана психологическая помощь родителям. Проведена работа с главой поселка Кысыл-Сыр, то есть полностью предоставлено жилье, есть маневренный фонд, поэтому сейчас людей разместили там, предоставлена мебель небольшая, там вещи собирают, работа идет. Переходим к другим темам. План по завозу жизнеобеспечивающих грузов автомобильным транспортом в Якутии выполнен на 15%. 637 тысяч тонн должны завезти по плану в зимний период. Из них на сегодня перевезли около 99 тысяч тонн. Так, ЖКХ Якутии перевез 15%, компания Сахаэнерго доставила 33%, Теплоэнергосервис 3,3%. В рамках национального проекта под названием «Экология» Якутия получит 2 миллиарда 900 миллионов рублей в следующем году. Об этом на съезде «Единой России» сообщил секретарь Якутского регионального отделения партии Сахамин Афанасьев. Цитата: «Мы сделали очень многое на региональном уровне, чтобы оправдать стратегические цели, которые установил глава государства. Майские указы президента, национальные проекты в Якутии в течение 5 лет будут реализованы на 100%, добавил Сахамин Афанасьев.
Законопроект о защите вечной мерзлоты в России обсуждают ученые, эксперты, депутаты. Как известно, вопросы сохранения мерзлых грунтов, в том числе в Арктике, в российском законодательстве не регулируются нормативными актами. Что касается Якутии, то соответствующий закон был принят лишь в мае этого года. Прежде всего, этот закон предполагает постоянный мониторинг изменения состояния почвы и усиление мерзлотного надзора. Кроме того, серьезная роль в законе уделена научной составляющей. Следующим шагом местных парламентариев стала разработка федерального закона. В чем актуальность этой темы и почему этим опасным вопросом нужно заняться немедленно? В теме разбиралась наш корреспондент Марьяна Кутукова. Глобальное потепление климата – факт. Общие тенденции не в нашу пользу, говорят ученые. За последние десятилетия процесс изменения климата в Арктике происходил быстрее в 3-4 раза, чем в среднем по планете. Например, в Якутске, если в 60-70-х годах норма среднегодовой температуры составляла минус 10 градусов, то сегодня это минус 7. Потепление произошло на 3 градуса. Что такое 3 градуса? Вот если мы вернемся в 60-е годы, 70-е годы, да, то такая температура была в Алекминске, Алдане, Томоте. А в этих условиях вот этих городов вечная мерзлота, она прерывистая. Она занимает только около 25%. Значит, в Якутске сейчас приходит климат вот того региона. Конечно, это же очень опасно. Опасность прежде всего заключается в таянии вечной мерзлоты. Последствия ощущаются уже сейчас. Меняется плотность грунтов. Земли превращаются в болота, озера увеличиваются в размерах, разрушаются дома. С такой глобальной проблемой Якутии самостоятельно не справиться. Проблема касается всей страны. Сегодня вечная мерзлота занимает 60% территории России. Это практически весь Дальний Восток и Сибирь. Поддержка федерального центра необходима не только в части научного сопровождения, но и для внесения новых строительных регламентов. Существующие сегодня строительные нормы и правила утверждаются на федеральном уровне. Вот, допустим, если очень по-простому, то при строительстве пятиэтажного жилого объекта, если раньше было достаточно 8-метровых свай, вот сегодня уже требуются иные конструкции. Поскольку идет оттайка, мы наблюдаем не только в Якутске, но и во многих городах России, где построены объекты на вечной мерзлоте, начали разрушаться. Законопроект о защите вечной мерзлоты России находится на уровне экспертных заключений в Госдуме и Совете Федерации. Одни предлагают принять отдельный закон, другие придерживаются мнения, что достаточно внести поправки. Так или иначе, все сходятся в одном – проблему нужно решать и как можно быстрее. Марьяна Кутукова, Павел Пахомов, Якутск. А сегодня в парламенте обсудили вопросы развития малого и среднего бизнеса. Комитет по предпринимательству провел круглый стол. В первую очередь рассмотрели вопросы налоговых преференций и развития конкурентной среды. Общественники подняли вопросы ограничения продажи алкоголя и доступа к государственным и муниципальным закупкам. Участники стола предложили освободить малые и средние предприятия от отчислений по налогу на доходы физлиц и страховых взносов во внебюджетные фонды. Финансирование оставляет желать лучшего. Поддержка госбюджета практически никакая. Со слов первого зампред правительства Стручкова, когда мы обсуждали эту программу развития, правительство сделало основной шаг на то, чтобы не за счет бюджетных средств развивалось предпринимательство, а за счет собственных. Есть такие отрасли, как выпечка тортов, выпечка, репетиторство то же самое, да, где зачастую, не имея ни сертификатов, не платя налоги, не снимая офисы, самозанятые создают реальную конкуренцию, даже не имея простого сертификата. Нерюнгринский район посетила главный архитектор республики Ирина Алексеева. Она оценила местные проекты по созданию комфортной городской среды и встретилась с коллегами и общественностью. Рассказывает Екатерина Павлова.
Первое место в Нерюнгри по реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях заняла территория под названием «Этнодеревня» в районе профилактория «Горизонт». На данной местности планируется организация площадок для отдыха для людей различных возрастных групп. Сегодня один из мировых трендов – создание уникальности образа города и даже поселка. В связи с этим и для ознакомления с реализацией местных проектов по созданию комфортной городской среды в Нерюнгри прибыла главный архитектор республики Ирина Алексеева. К сожалению, последние годы очень мало уделялось внимания вообще архитектурному облику городов. Все города одинаковые, застройка типовая. Вот что может отличать один город от другого? Это очень простые небольшие решения. Например, те общественные пространства, которые сегодня мы можем реализовать за счет средств федерального бюджета. Национальный проект «Комфортная городская среда» – это один из приоритетов среди 12 приоритетов, поставленных президентом России. И, конечно, финансовая подпитка, она нам сегодня дает возможности реализовать интересные проекты. Встреча с местными властями продолжилась встречей с общественностью, молодежью города для сбора предложений по оформлению территории этнодеревни и гармоничному благоустройству города и района. На проектном семинаре собравшиеся обсудили архитектурные тенденции как в России, так и во всем мире, и как можно применить их в местных условиях. Основная цель все-таки это разработать вот этот уникальный стиль для нашего города, чтобы архитектура менялась, чтобы людям комфортно жилось в той среде, где мы существуем, люди не уезжали, а с удовольствием наслаждались тем местом, где мы проживаем. В работе с городской средой, по словам архитекторов, нужен новый подход. Работы должны учитывать историю и культурное наследие города, продумывать экономику проекта, учитывать мнение жителей, быть профессионально проработанными и гармонично вписанными в окружающую среду. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Сейчас короткая пауза, буквально меньше 1 минуты. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Историческому объекту будет 50 лет. Якутская ГРЭС-1 отметит полвека со дня запуска. Юбилею присвоили статус республиканский. Как сейчас работает станция? Пробный госэкзамен, призывная комиссия, чемпионат WorldSkills, обзор новостей и событий Алданского района. Якутские кадеты против столичной полиции. Состоялся товарищеский матч по футболу. Как прошла встреча и кто победил? Бал чемпионов в Ленском районе наградили лучших спортсменов и тренеров уходящего года. Это Якутия-24, прямой эфир, программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов, и мы продолжаем этот выпуск. Министр России по развитию Дальнего Востока Александр Козлов провел видеоселекторное совещание с регионами. Обсудили, как идет строительство, закупка оборудования и подготовка проектно-сметной документации социальных объектов, которые создадут по планам социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока. На 3 года запланирована реализация 199 мероприятий. Для этого выделили чуть больше 56 миллиардов рублей из федерального бюджета. Минтруд региона нашел решение проблемы, с которой столкнулись многодетные семьи при приобретении льготных авиабилетов. Зачастую отцы не могли купить билеты, поскольку удостоверение многодетной семьи оформлено на имя матери. Теперь отцы могут получить справку, которая позволит решить проблему. Напомним, что правительство страны внесло изменения в правила предоставления льгот на авиабилеты. Право приобрести билеты получили граждане, имеющие удостоверение многодетной семьи или документы, подтверждающие этот статус. В Якутии с этого года заработала федеральная программа по содействию переселению соотечественников из-за рубежа. Теперь граждане СНГ, ранее уехавшие из России, могут смело подавать документы на государственную поддержку. Подробности у Дмитрия Тымырова. Валерия Запорожец приехала в Якутию за своим мужем, коренным алданцем. Свадьбу сыграли в 2013 году. Приехала сюда, устроилась на работу буквально через месяц. И вот мы стали жить. Поживать. Сегодня Валерия работает учителем английского языка в Алданском лицее. Работа мне очень нравится моя. Это очень творческая работа. Прекрасные коллеги меня окружают, замечательный, дружный, сплоченный коллектив. Саллахаддин Ахмедов приехал в Якутию по направлению. С тех пор вот уже 2 года работает в поселке Серебряный Бор стоматологом. Так как я стал тут работать,
необходимо, я как бы решил остаться в России, и для этого хотел приобрести гражданство. Желающих принять участие в данной программе немало, ведь привилегий достаточно. Это и единовременная выплата денежных средств в размере 240 тысяч рублей и трудоустройства. Также поддержка со стороны республики. Поддержку в плане медицинского свидетельствования, значит, нострификация документов о профессиональном образовании, если это требуется, да, то есть признание действительным диплома, значит, на территории Российской Федерации и так далее. Как отметили в Госкомитете, в приоритете трудоустройства соотечественников северные, арктические, а также промышленные районы Якутии. Это 9 муниципальных районов, 5 арктических зон. Это Анабарский, Аллаяховский, Булунский, Нижнеколымский и Устьянский районы, так, и 4 района промышленных. Нерюнгри, Алдан, Ленский и Мирнинский район. А вот за этот год всего, значит, оформлено 89 человек, из них 44 человека это участники программы и 45 человек это члены семей. Всего на реализацию госпрограммы из федеральных средств выделено около 1 миллиона рублей. В этом году, как отметили в Госкомитете по занятости населения, план реализации программы уже перевыполнен. Сами переселенцы отмечают, реализация данной программы дает больше возможностей для граждан СНГ. Хорошо, что есть такая программа, потому что, я думаю, есть многие люди, которые хотят получить гражданство, свидетельство соотечественников. И также, я думаю, поможет эта программа, чтобы люди об этом знали и смогли приехать, также обустроиться на работу, как я. Реализация программы оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, продолжится и в следующем году. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск, Нерюнгри, Алдан. Рост индекса промышленного производства в Якутии за 10 месяцев текущего года составил 6,6% за счет увеличения объемов добычи нефти, угля и цветных металлов. Ранее Институт экономической политики и Российская академия народного хозяйства по результатам совместного исследования назвали Якутию в числе регионов с наиболее высокими темпами роста промышленности. Алроса внедрила новую систему наблюдения с применением беспилотников. Специалисты маркшейдерского отдела Айхальского ГОКа опробовали и успешно внедрили новую систему. Видео и фотофиксация производственных объектов проводится теперь с использованием беспилотного летательного аппарата. На основании мирового опыта использования беспилотников в геодезических изысканиях маркшейдерский отдел успешно выполнил съемки рудного склада карьера «Юбилейный», рудника Айхал, хвостохранилища фабрики номер 8 и рельефа местности для оценки возможности строительства технологической дороги промплощадки карьера «Юбилейный». В 19 школах Якутска объявили частичный карантин. В столице возросло количество заболевших школьников. Занятия временно приостановили в 51 классе. Это 1500 учащихся. Кроме того, закрыты 18 групп в 10 детских садах города. Это 600 детей. Для сравнения, напомним цифры прошлой недели. Тогда они учились в 34 классах, в 13 школах. Заболели 875 детей. По итогам этой недели количество заболевших детей стало больше. Однако, по информации Роспотребнадзора, общая эпидемиологическая ситуация пока остается в норме. Сейчас обзор актуальных событий и новостей Алданского района. Слово коллеге Татьяне Вахниной. Здравствуйте. Завершение осенней призывной кампании не за горами. Из Алданского района в ряды вооруженных сил планируется направить несколько десятков новобранцев. Медкомиссию на пригодность к службе прошли почти 100 человек. Процент явки стабильно высокий. Уклонистов в последние годы нет. Как отмечают сотрудники военкомата, отношение у молодежи к армии меняется. Служить считается престижным. Сухопутные войска, основное у нас количество прошло. Часть ВМФ. Есть десантники среди наших алданских ребят.
В Алдане завершился отборочный этап чемпионата WorldSkills. В компетенциях сварочные технологии, автомеханика и электротехника эксперты определили тройки самых перспективных. В декабре победители отборочного тура сойдутся в следующем этапе профессиональных состязаний. Сильнейшие весной отправятся в город Якутск на республиканский этап чемпионата WorldSkills. Студенты получают навыки, а, допустим, те, кто участник из предприятия, они, так сказать, подтверждают именно свои умения. 11-классники на днях узнают результаты пробного экзамена по русскому языку. 5 декабря выпускники всей России продемонстрировали знания великого и могучего в сочинении, результаты которого станут допуском к единому госэкзамену. В Алданском районе пробные испытания прошли 273 человека. Соответствие теме, использование литературы, грамотность, критериев оценки было несколько. В настоящее время работы проверяются в городе Якутске. В библиотеке имени Некрасова проходят солженицынские чтения. 11 декабря исполняется 100 лет со дня рождения писателя, и 2018 в России объявлен годом Солженицына. С лагерной и бытовой прозой подростки знакомятся в рамках школьной программы. На чтениях, посвященных памяти Александра Исаевича, школьники и педагоги читают отрывки из его произведений. Выступления индивидуальные чередуются с коллективными. Это серьезная литература. Ребятишкам, наверное, сложно начинать сразу погружаться вот в эту историю, в эту сложную литературу, но как бы там ни было, получается. В конце недели ветераны педагогического труда соберутся на «Голубой огонек». Встреча состоится в стенах школы номер 9. Вечер отдыха заслуженным педагогам организуют волонтеры общественной организации «Дари добро». Таким образом, добровольцы решили поздравить сеятелей разумного, доброго, вечного с наступающим Новым годом. Учителей ожидает экскурсия по школе, концерт и чаепитие. Таковы новости Алданского района. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с Якутией. Юбилею Якутской ГРЭС присвоили статус республиканского события. Речь идет о 50-летии с первого запуска электростанции. Это будет 10 января 2020 года. Но уже сейчас, отмечая важность этого события для всей Якутии, глава региона Айсен Николаев присвоил юбилейной дате статус события республиканской важности. Как гласит история, в далеком 1970 году первая газотурбинная установка дала первые киловатты электроэнергии в дома Якутска, а сегодня станция питает не только столицу, но и большую часть районов по республике. Репортаж Саргаланы Захаровой. Это не космическая станция, не борт корабля. Так выглядит пункт управления машинного отделения Якутской электростанции. Каждый огонек, каждая кнопочка, электричество и тепло в домах. Мы здесь видим по приборам, как себя ведет ГТО, режим его работы, соответственно, нагрузку общую, которую сейчас требует город Якутск. Вот. Наша задача в первую очередь это поставлять требуемую энергию. Работа не останавливается ни на минуту. Одну бригаду сменяет другая. И так 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Полвека назад с таким же рвением и трепетом, забыв об отдыхе, специалисты готовились к запуску самой первой турбины. Работали по 20, по 16 часов в сутки. Иногда спали у турбин. Там были выделены типа большого кабинета. Там на столах спали. Александр Субботин, как никто другой, знает историю Якутской ГРЭС. В далеком 69-м, за полгода до исторического события. Он еще молодым специалистом пришел на производство. Его сразу определили на систему автоматического регулирования. Участвовал в монтаже, наладке и запуске первой турбины. С улыбкой и гордостью вспоминает январь 70-го. Взяли нагрузку, дали первые киловатты электроэнергии. Мне тогда корреспондент там какой-то газеты написал. Мы потом так весело смеялись все, конечно. И ток медленно, наверное, побежал по проводам. Ток добежал до каждого жителя Якутска. Со временем установили вторую и третью турбины. В 1974-м на станции работали уже 4 установки. Они подавали больше 100 мегаватт электроэнергии. Сегодня ГРЭС-1 – главный источник света и тепла жителей центральной части республики. Вырабатывает 356 мегаватт электрической и 548 гигакалорий в час тепловой энергии. С прошлого года часть возросшей потребности взяла на себя ГРЭС-2. Но самая первая и исторически важная станция продолжает работать на полную мощь. Саргалана Захарова, Павел Пахомов, Якутск.
В Ленске наградили лучших спортсменов и тренеров. В городе прошел традиционный бал чемпионов. За вклад в развитие спорта были отмечены федерации стрельбы из лука, бокса, киокусинкай, карате и хоккея с шайбой. Лучшим тренером этого года признали тренера-преподавателя по волейболу Юрия Шустова. Также отметили десятку лучших спортсменов. В Театре оперы и балета в Якутске прошло торжественное собрание общественности, посвященное 125-летию со дня рождения Семена Донского. Это видный государственный и общественный деятель, первый нарком земледелия Якутской АССР. На мероприятии также была выставка картин, фотографий и личных документов Семена Донского. Сегодня практически проходит заключительное мероприятие текущего года по собранию общественности. Отмечает 125 лет со дня рождения Семена Николаевича Донского I, общественного деятеля, первого наркома земледелия, который посвятил всю свою жизнь развитию республики, работал плечом к плечу с общественными политическими деятелями тех времен. Якутские кадеты против столичной полиции вышли на товарищеский матч по футболу. Как прошла встреча и кто оказался сильнее на площадке, сюжет нашего корреспондента. Максим Попов занимается мини-футболом с 1 класса. Сегодня этот вид спорта занимает все его свободное время, и после учебы он с удовольствием гоняет мяч со своими друзьями. Есть много различных наград и грамот по мини-футболу. Борьба, азарт, много присутствует в футболе. Ну и вообще интересный вид спорта. Это не первая спортивная встреча якутских кадетов со столичной полицией. В рамках соглашения, которое было подписано в апреле прошлого года, еженедельно проводятся различные мероприятия, которые в первую очередь носят воспитательный характер. Это не только спортивные встречи, но и актуальные и творческие мероприятия. Принципиально мы не приглашаем полицейских с какими-то акциями разъяснений, запугиваний и так далее. Но совместные мероприятия, в рамках которых дети напрямую общаются с правоохранителями, несомненно, они играют свою воспитательную роль. Поддержать своих сотрудников приехал начальник столичной полиции Николай Кульбертинов. Осенью этого года они выиграли подобный турнир, а в этот раз кадеты серьезно настроены на победу. Я надеюсь, в этом году они сыграют хорошо и достойно выиграют. Кадеты, несмотря на свой юный возраст, не уступили взрослым товарищам и обыграли их на 1 очко. Итоговый счет 5-4. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. Это были итоги дня. Оставайтесь на канале Якутия-24. Будьте в курсе.